Утро доброе, дорогие телезрители, но мы продолжаем наш эфир, и мне кажется, персидская каллиграфия как-то плавно переходит в искусство кыргызского народа. У нас сегодня в гостях заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, руководитель художественного театра имени Арсена Умуралиева Айгуль Умуралиева. Доброе утро, добро пожаловать. Доброе утро. Хочется отметить, обрадовать всех новостями, то, что к 30-летию Бишкекского городского драматического театра имени Умуралиева с 20 по 25 апреля пройдут показы спектакля «Каркаранын канаты. Журавлиные перья». Айгуль, расскажите, пожалуйста, об этом чуть-чуть. Начнем с того, что когда мы с Арсеном Умуралиевичем создавали Бишкекский городской драматический театр, это был в 93 году, мы уже выпустили спектакль «Журавлиные перья», «Каркаран канаты». Арсен Умуралиевич перевел эту пьесу с русского языка на киргизский, и в аналах, наверное, Дома радио есть радиоспектакль «Каркаран канаты». А Владислав Борисович Пази поставил нас, и мы открыли этим спектаклем сцену городского театра. Прекрасную музыку написал Мурат Бегалиев. Там пластическая. И первый состав, который у нас был, и почему это такая малочисленная пьеса, потому что на то время у нас было всего 4 актера в штате. Это первой исполнительницей ЦУ была в то время Гульнур Сатылганова, Даниэль Токтабаев исполнял Йохио, и Бакыр Джанабеков Сода, и Унзу Джимаш Токтагулов. И там также были привлечены дети музыкального интерната имени Абдраева. Надо сказать, что спектакль практически по своей идее этой древней притчи и легенды Японии, он заложил, наверное, главную основу вообще, идею театра в том, что не все можно купить за деньги. Невозможно купить любовь. Что предательство тоже не прощается. Это идеи и мысли, которые были заложены постановщиками этого спектакля, они живут до сих пор. И я скажу, что мы каждый год на день рождения театра, на 25 апреля, мы восстанавливаем «Журавлиные перья» Каркаран канаты с новыми составами. Вот в этом году у нас 2 новых состава исполнителей, молодые актеры, которые пришли в труппу нашего театра. Ну а также 23-22 апреля будут уже исполнять те актеры, которые уже несколько лет, почти 10 лет работают в этом спектакле на день рождения театра. Отлично. Мы вас поздравляем с предстоящим днем рождения. 30 лет уже театру. Спасибо, что продолжаете радовать нас невероятными спектаклями. Расскажите, пожалуйста, более подробно, почему и тогда, в начале еще образования театра и в открытии сезона этого года, и сейчас вы ставите именно эту японскую сказку «Журавлиные перья». Вы знаете, это, во-первых, уже нет в живых, к сожалению, и Арсена Умуралиевича, и Владислава Пази, и нет, к сожалению, Даниэля Токтабаева. Вот есть, я не знаю, есть темы, идеи, да, которые, наверное, учат нас нравственности, и главное, они передаются... если этот спектакль задевает душу зрителей, и в них что-то происходит. Как говорил Арсен Умуралиевич на одном из съездов театральных деятелей, что искусство театра призвано рождать в душе человека цветок красоты. И этот спектакль очень красивый по оформлению, по пластике, по музыке. И самое главное, вы знаете, это школа для молодых актеров. И я думаю, что во всяком случае, я стараюсь, как художественный руководитель, сохранять те работы, те спектакли, которые необходимы зрителю. Прекрасно. Которые воспитывают зрителя. Потому что на сегодняшний день, я думаю, что нигде невозможно увидеть
спектакль Владислава Пази. Ну и то верно, на самом деле. И вот эта ценность, да, тех времен, это остается, и это, конечно же, приятно, это ценно, это, наверное, правильно. Но дело в том, что как театр искусства синтетическое, да, работают актеры, работают коллективно, они общаются, работают художники, работают хореографы, работают композиторы для того, чтобы создать целостный спектакль, который еще и может и продолжает жить. Это очень ценное, это вообще-то является, наверное, золотым фондом репертуара театра. Есть спектакли, которые просто невозможно восстановить. У нас были прекрасные спектакли, я считаю, это театральные шедевры. В 1998 году знаменитый таджикский режиссер Фарух Касымов поставил «Короля Лира», в котором главную роль исполнял Арсен Муралиевич. Причем у нас замечательные заведующий литературной частью тогда Алымканда Гимбаева, поэтесса, заслуженный деятель культуры Кыргызской республики. Она сделала такой перевод, она, естественно, это постановочная группа с этим работала, когда пространство, скажем, Северного Альбиона, как называют Великобританию, да, было переведено в пространство тюркского кочевника. И это было совершенно такое полотно, где, ну, при такой маленькой сцене, которая у нас была в Чернышевке, и мы сохранили этот формат сейчас на ЧУЕ-28, там практически был только один элемент декорации, это такая сборная как бы повозка, телега, тот же трон, такой трансформер. И 18 актеров работало в этом спектакле, который просто... Мы приглашали тогда артистов и наших коллег из Киргизского академического театра. Спектакль был великолепно, восстановить невозможно. Режиссер уже тоже ушел в мир иной. И там достаточно сложная режиссерская концепция, структура спектакля. И еще один театральный шедевр – это «Сон в летнюю ночь», которую поставил комедию, одну из последних комедий Шекспира поставил украинский режиссер Дмитрий Лазорко. Он поставил замечательный спектакль в системе Цессиона, то есть декаданса. И этот спектакль тоже невозможно восстановить, потому что и режиссера тоже нет, к сожалению, среди нас. Вот. То есть есть такие работы, которые уже они были созданы, но сохранить их, как спектакль, скажем, «Журавлиные перья», который мы стараемся сохранять, есть работы, которые невозможно сохранить, к сожалению. Но, тем не менее, они остаются в истории, они остаются в нашей памяти. И те, кто смог увидеть это, мне кажется, им невероятно повезло. Давайте поговорим немножечко в целом о репертуаре театра, да, что мы можем увидеть сейчас, да, какие премьеры, возможно, с какими режиссерами работаете на данный момент. Ну, начнем с того, что у нас одна постановка в год. Эта постановка осуществляется в то время, когда у нас нет проката. Так как у нас очень маленький театр, у нас нет репетиционных помещений, у нас сцена, она же для зрителя, она же для подготовки спектаклей. И мы стараемся для того, чтобы поставить качественную, профессиональную работу, мы стараемся исполнять по возможности, ну, почти всегда должный срок постановки. Ну, я всегда говорю, ну невозможно же полноценного ребенка родить за 5 месяцев, он не выживет. Конечно. То же самое со спектаклем, это тоже, это замысел, это разработка, это все составляющие спектакля, материальная часть, ну, там очень сложный организм. Постановки и конструкции спектакля, это все выверяется, и поэтому мы стараемся ставить тогда, когда мы выходим из отпуска, и мы еще более свободны. Но
В этом году, вот мы закрываем наш сезон в конце мая, мы показываем для детей, у нас будет на следующей неделе. На следующей неделе у нас будет «Буря», это последняя наша премьера «Буря Шекспира». Вот, потом у нас будет в мае, мы покажем наш замечательный спектакль СМД по повести Чингиза Айтматова «Материнское поле», где Талгана исполняет наша замечательная Гуляй Меджека Наметова. И затем у нас будет спектакль для детей «Чиполлино». Вот, и надо сказать, что мы же в своем роде экспериментальный театр, и с 96-го года мы стали ставить спектакли на русском языке. Вот. У нас на восстановлении играем Андерсона, Чиполлино идет на русском языке. То есть мы «Буря» на киргизском языке, СМД на киргизском. И так вот мы стараемся как бы охватить всех наших дорогих зрителей, жителей города Бишкек. Прекрасно. Знаете, опередили мой вопрос. Вижу список некоторых прекрасных произведений. Как раз таки хотела спросить, сможем ли увидеть в этом сезоне СМД. Очень рада, что он будет. Также есть такие прекрасные произведения, как «Принцесса Турандот» и «Красное яблоко». Когда мы сможем, возможно, увидеть их? Дело в том, что вот опять же по тем же самым чисто техническим причинам у нас 3 прокатных дня. Это пятница, суббота, воскресенье. В понедельник актеры отдыхают, и 3 дня мы готовим спектакль, который будет на этой неделе показываться. Турандот мы уже показали, то есть мы начали прокат с 5-7 января. Мы 3 дня восстанавливаем спектакль, 3 дня показываем. Таким образом, мы уже показали «Турандот», мы показали «Дракона», мы очень простую историю и ряд спектаклей, которые мы уже как бы вспомнили, отрепетировали, закрепили спектаклями. Таким образом мы сохраняем наш репертуар, потому что мы должны обязательно провести и новых молодых актеров вводы, и тех, кто у нас уже трудится достаточно давно. Поэтому мы стараемся, чтобы актеры были в форме и проходили все свои спектакли, вспоминали и качественно это исполняли. Поэтому «Турандот» уже мы не покажем, «Красное яблоко» мы планируем на май. Отлично, май, любимое время года. Можете, пожалуйста, рассказать, как обстоят дела с персоналом, с коллективом, потому что вы сказали, что и молодых актеров нужно пустить на игру, да? Как их много, как часто, скажем так, обновляется состав театра, ну и вообще, в принципе, как обстоят дела с актерами? Как состав театра может обновляться часто? Дело в том, что это же служение искусству театра. И конечно, понятно, что те, кто остается и работает в театре, это служители. Не каждый может себя посвятить. Те, кто посвящает театру, они остаются, искусству театра. А те, кто приходит, как бы, как сказать, испытать себя, сможет ли он посвятить себя, такие тоже есть, но их очень мало. В основном у нас штат небольшой, в принципе. У нас сейчас по штатному расписанию 28 единиц. То есть это очень мало, потому что некоторые спектакли, в нем занято, скажем, там больше 15 человек. И 2 состава очень сложно сделать. Тем более, что есть же еще и такое как бы условие, что актер должен перевоплотиться, но есть еще и как бы физические данные, которые противоречат, например, этому образу. То есть это тоже нужно подобрать, чтобы это соответствовало и для роста актера, для его развития. Поэтому это всегда очень так подбирается. Ну, актеры все замечательные у нас, и они все стараются. И для меня радостно, когда я вижу их рост и их развитие. Это для меня самая высшая награда моей деятельности. Прекрасно. Я думаю, мы немножечко раскроем, тему «Журавлиные перья». Расскажите, пожалуйста, о чем эта сказка, о чем эта притча, японская. И расскажите, пожалуйста, о первой постановке. Вы сказали, у вас было только 4 артиста.
в которую входили в качестве ЦУ играла Гульнурсат Илганова. Вот. Японский автор, драматург Дзюнзи Киносита сделал драматическую версию древней легенды о том, что там по тексту даже есть это такое, что журавли и змеи могут превращаться в женщин. И в этой истории «Журавлиных перьях» живет в одной горной деревушке молодой парень, которого зовут Йохио. Вот. Однажды он спасает журавля, у которого была в крыле стрела. Он вынимает стрелу и отпускает журавля на свободу. Через некоторое время в его хижине появляется молодая красивая девушка, которая говорит, что она пришла, чтобы стать его женой. Таким образом, у них они полюбили, ну, то есть любят друг друга, и в знак вот этой любви Цу, значит, она соткала ему очень красивое полотно, которым, конечно, Йохио, наивный, молодой человек, добрый очень, вот, он этим полотном хвастается перед своим соседом в деревне, который занимается, скажем, там, держит лавку. Таким образом, этот сосед Унзу покупает у него это полотно, ну, за какие-то там чисто символические, наверное, деньги, и затем очень выгодно перепродает это в столице. И вот из столицы приходит этот городской купец Сода и говорит, как бы нам заставить ее ткать полотно на продажу. Чем больше, тем мы будем богаче. Но я слышал, если это журавлиные перья называется полотно, то оно ткется, когда выдирается пух из живого журавля. И они начинают соблазнять Йохио, чтобы он заставил ее ткать полотно на продажу. И вот у них, они его таким образом уговаривают, соблазняют его, сулят ему большие деньги, что они покажут столицу, в которой так много прекрасных волшебств и чуда, огромные дома, машины, там, все, пожалуйста. Вот. И Йохи тоже хочет увидеть столицу. И они говорят Йохи, но если твоя жена не согласится, пригрози ей, что ты уйдешь от нее. И вот он приходит после этой сцены, приходит в дом, в свою хижину, вот, и Цу спрашивает его, что случилось. В общем, они, то есть, она, естественно, она как дитя природы, она очень реагирует на то, что на зло. То есть она, когда эти негативные люди современным языком пытаются с ней заговорить, она даже не понимает, что они говорят. Она понимает только позитивное, добро, любовь. Вот. И Йохи устраивает скандал, в результате которого, значит, грозится, что он уйдет, и Цу в конце концов соглашается и говорит, я тебя предупреждаю, что смотреть, как я это делаю, нельзя. Пообещай мне, дай мне слово. Он, конечно, обещает. Цу уходит ткать полотно. Появляются эти два злодея и говорят, давай посмотрим все-таки, как это происходит, как ткется полотно. Вот. Конечно, они там в этой комнате, они не видят никакую девушку, они видят журавля за ткацким станком. Вот. И, ну, жажда наживы сильнее, они уходят. Вот. Йохи тоже смотрит, но не видит Цу. И вот и он уходит ее искать, он ее ищет, везде не может найти. И в конце концов его находит эта зима, в заснеженном поле находят эти злодеи, приводят его домой. И, значит,
между ними происходит диалог, что она до сих пор это делает, ткет полотно, вот, и здесь появляется Цу, злодеи убегают, Йохья, значит, сидит рядом, и она говорит, вот, пожалуйста, я тебе соткала полотно. Он говорит, ой, не одно, а два даже. Она говорит, да, два. Ты нарушил слово, что ты обещал мне не смотреть. И одно полотно продай, получить такие любимые твои деньги, второе полотно сохраняй для себя, только для тебя. И говорит, что я не могу быть в этом мире, где не ценится любовь, я улетаю. И она улетает уже. Там даже есть такой текст, посмотри, как я похудела. Я оставила только силы для перьев, только для того, чтобы взлететь. И она улетает, и Йохья остается ни с чем. Но с деньгами. Ой, ужас какой, на самом деле. Знаете, очень много переплетений как раз-таки с нашими притчами. Я слышала тоже такую притчу, где как раз-таки змея превращается в женщину. И опять же, мужчина в силу своего любопытства, да, каких-то негативных черт, он не сдерживается и видит это, и все равно она, получается, уходит. И также в японской притче, мне кажется, очень много у нас во всех, наверное, сказках переплетений и в целом мудрости. Спасибо огромное, что ставите такой прекрасный спектакль, который на самом деле выявляет проблемы нынешнего мира, потому что где материальные вещи ставятся выше, да, каких-то эмоциональных, каких-то чувств, каких-то действительных ценностей. Вот. И, естественно, мы попытаемся попасть на этот спектакль, потому что он будет проходить с 20 по 25 апреля. Мне кажется, пропустить такое событие нельзя, дорогие телезрители. Пройдет он в театре имени Арсена Умаралиева. Вот. Так что приглашаю вас всех, наверное, Айгульджике тоже пригласит. И хочу представить нашего гостя. У нас в гостях заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, художественный руководитель театра имени Арсена Умаралиева Айгуль Умаралиева. Спасибо вам огромное. Ну и давайте мы с вами закроем вашим приглашением наших телезрителей. Дорогие друзья, дорогие наши жители столицы, пожалуйста, приходите, и вы увидите красивую притчу, увидите работу великих мастеров, как Владислав Пази и Мурат Бекалиев, и песню там поет замечательно Гульнур Сатылганова. Мы всегда рады видеть вас по адресу Чуй 28, Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умаралиева. Всего вам доброго. Ну а мы с вами, дорогие телезрители, вернемся после небольшой паузы и уже с новым гостем, поэтому подготовьте себя и не забудьте отметить вот в заметках то, что по календарю с 20 по 25 апреля мы идем с вами в театр.